Всем привет! Привет-привет! С вами медиасеть школьных студий «Культ Ура». Это Стас. А это Вероника. Мы учимся в детской школе искусств номер 3. Вместе с другими учениками музыкальных школ и школ искусств мы создаем для вас культурный контент. Чтобы показать, насколько разнообразна жизнь наших школ. А сегодня мы решили показать вам сюжеты с нашего интенсив-тренинга, который устроил телеканал Тамыр. В прошлой передаче мы уже побывали в нескольких культурных местах нашей столицы. А сегодня мы посмотрим еще 3 сюжета от других команд. В самый первый нам расскажет о Башкирской государственной филармонии. Сегодня мы приехали снимать сюжет Башкирскую государственную филармонию. Как раз сегодня идет репетиция концерта Сайзы Ильясовой. Ребята, только послушайте, какой у нее прекрасный тембр голоса. Концерт будет завтра. Отсюда включается музыка. Смотрите, как это интересно. А вот как выглядит зал в отсутствии зрителей. На сиденье стелят вот такие белые покрывала, чтобы они не испачкались. Мы с помощью интернета узнали то, что вы закончили биофак, биологический факультет. Как вы пришли к музыке? Мое первое высшее образование – это биологический факультет Башкирского государственного университета. По специальности я физиолог человека и животных. Песня всегда была со мной. Когда училась в университете, можно сказать, что я проявилась полностью, потому что там надо было за свой факультет выступать. С самого первого конкурса первокурсника и началась, можно сказать, моя творческая жизнь. Я в университете уже была чуть ли не штатной певицей в студ-клубе. Возможно ли научить человека, не умеющего петь за час? Вообще, конечно, если профессионалы будут об этом думать и рассуждать, они скажут: невозможно. Я могу сказать, что за 1 час можно успеть подправить, но научить, конечно же, нельзя. Правда ли, что сырое яйцо помогает перед пением? Ну, будучи физиологом человека и животных, я специально интересовалась этим вопросом, и ученые говорят, что это никак не помогает. А вот, например, включить в рацион такую пищу, как сливочное масло, это обязательно. Потому что если ты не кушаешь сливочного масла, связки не смазываются. Песни были настолько зажигательными, что мы начали танцевать. А бывают ли у вас такие моменты в жизни, или бывали, когда вы хотите бросить петь? То есть вам это надоедало как-то? Никогда не бывало таких моментов, и, надеюсь, не будет, потому что я рожден для пения. Я очень сильно люблю свою работу, свою профессию. Что самое сложное в работе ведущей? Чтобы у тебя было все, как бы дикция, чтобы работала, упражнения делать. Они совсем не сложные, например, просто вот ничего сложного, да? И просто язычком работать. Вот. И самая моя любимая скороговорка – это орел-король. Попробуй проговорить. Орел-король, орел-король. Орел-король, орел-король, орел-король. Трудно, да? Да. Я хотела задать главный вопрос, который меня больше всего интересует. Могли бы вы провести мне свадьбу через лет 20? Через лет 20, так, мне сейчас... Ну, через лет 20 надо будет этот вопрос задать тебе. Согласен ли ты? Потому что у тебя приоритеты могут быть измениться. Но я на всякий случай запишу себе в календарик. Сегодня мы узнали, если мы будем есть масло, то мы будем лучше петь. Специально для проекта «Культ Ура» Равшан Артыков, Зайнуллина Алсу, Тришин Семен, Карина Жеребцова, Карина Акмухаметова, Айдар Газизов, Самира Хисматуллина, Романов Станислав. Ой, какой насыщенный видеосюжет у нас получился. А мне понравился ваш подход к этой теме. Да, мы молодцы. Хочу напомнить, что мы только учимся создавать видеосюжеты и фотографировать. А также правильно оформлять странички в социальных сетях.
На этом интенсив-тренинге было занимательное соревнование. Нас перемешали по группам, и мы с совсем незнакомыми ребятами должны были работать в команде. Тряска была та еще, но мы справились, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Посмотрим сюжет следующей команды, которая побывала в музее имени Михаила Нестерова. Вы, наверное, могли подумать, что мы находимся во дворце, но на самом деле это Башкирский государственный музей имени Михаила Нестерова. Здесь столько удивительных работ, в которые можно всматриваться часами, чтобы разглядеть каждую мелочь. Всего Михаил Васильевич Нестеров передал в музей 109 своих работ, в том числе его первую картину «Портрет старика», с которой началась его история как художника в 16 лет. А это вид из окна дома Михаила Нестерова. Узнали? Сейчас на этом месте гостиный двор. А эта картина заслуживает особого внимания. Она не закончена. Но вы просто посмотрите, сколько здесь мельчайших деталей и глубокого смысла. Оригинал картины «Видение отрока Варфоломею» находится в Третьяковской галерее. А эта картина имеет большую ценность, так как была первоначальным, неоконченным вариантом. Какая картина в этом музее тебе понравилась больше всего? Больше всего мне понравилась картина «Девочка-итальянка», потому что несколько лет назад я купила открытку с этой картиной, и сегодня я очень обрадовалась, когда увидела ее. А это зал русского и западноевропейского фарфора и стекла. Да, я бы тоже хотела начинать каждое свое утро с чашки чая из такого сервиза. А находясь в этом зале, мы окунаемся в культуру и историю XIX века. Как вы считаете, какие картины самые ценные в вашем музее? Для музея Нестерова абсолютно все экспонаты, все картины очень важны. Но особенно, конечно, мы дорожим нашей коллекцией русского искусства. Это 19 век и, конечно же, творчество Нестерова и Давида Бурлюка. А вам самим какая картина больше всех нравится? Я очень люблю картину «Крестьяне, собирающие виноград» Гончаровой. И в целом весь 19 век, рубеж веков, русский культурный ренессанс, потому что это очень сложное время с точки зрения политики, время, когда возникает абсолютно много новых направлений. Всего в музее 9 залов, и каждый из них по-особенному важен и несет свою историю. Мы уверены, что у каждого посетителя этого музея останется много ярких впечатлений. И каждый узнает для себя что-то новое. Елена Лунева, Самира Аминева, специально для проекта «Культ Ура!». Я столько нового узнала. А какие замечательные картины, столько оригиналов. Нужно обязательно там побывать. А сейчас перенесемся в Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуриева, Где побывала третья команда. И вот какой сюжет у них получился. Как научиться танцевать балет? Что такое фуэте? И какого вида бывает шпагат? Здесь это знают как дважды два. Чтобы поступить в хореографическое училище, нужно быть очень гибким и выносливым, иметь силу воли и упорства. Ученики в этом колледже очень стараются, а опытные хореографы учат и помогают им достичь высот. Роберт, чего ты добился и чего хочешь добиться? Я обучаюсь в этом колледже уже 5-й год. Добился много успехов, съездил на всероссийский конкурс артистов балетов и хореографов. Научился танцевать уже более-менее профессионально. Это завершающий год. Хотелось бы, конечно, танцевать в знаменитых ансамблях, таких как у нас в Башкирии ансамбль Фази Гаскарова, Мирас, как бы продвинуться немножко дальше в Москву. Почему ты решил заниматься хореографией? В детстве родители заметили у меня способности, что я могу, что я очень сильно подвижный ребенок, танцую все время, веселюсь. Они меня отдали на танцы, после этого у меня появился к этому интерес. Я узнал об этом колледже и решил поступить. Мне это нравится. Хореографическому колледжу имени Рудольфа Нуриева более 40 лет. Естественно, сам великий танцор Нуриев тоже учился там. На данный момент колледж является школой-интернатом, то есть для учеников это не только училище, но и дом. Если я захочу заниматься балетом, с чего мне нужно начинать? Вообще балетом нужно заниматься с раннего детства. Вот, например, нам в колледж уже поступают после начальных классов, но они уже имеют какую-то возможность, растяжку. Я знаю, что у людей, которые занимаются балетом, особый распорядок дня и режим питания. Можешь немного рассказать об этом? Распорядок дня, да.
есть такое у каждого. Питание тоже у нас все проверяется медиками, ну вот, все распределяется по калориям. Также распределение, ну, да, каждый день должны входить как классический танец, также характерный. Скажи, а есть ли какие-нибудь продукты, которые вам категорически нельзя есть? Категорически, ну, я предполагаю то, что, ну, вот все вот очень жирное, вот именно для девчонок, вот все жирное, вот это вот мучное, ну, им нельзя поднимать свой вес, вот, держать наравне, потому что у них есть и дуэтный танец, где мальчики должны поднимать девочек, и им нужно следить за своим весом. А для мальчиков, ну, я думаю, для мальчиков мясное, чтобы наоборот были силы. Поступать в балетное училище в принципе нужно с 7 лет, хотя можно и чуть-чуть попозже, 8-9. В училище имени Рудольфа Нуреева есть 2 отделения – народного танца и классической хореографии. Обучение проходит по следующим специальностям – хореографическое искусство, искусство балета и искусство танца. Чтобы стать артистом балета, нужно заниматься ежедневно, следить за осанкой, тянуть носочки и внимательно слушать хореографа Александра Пенкина и Азат Петров. Специально для проекта «Культ Ура». Какие классные ребята учатся в хореографическом колледже. А я отметила их осанку. Да, это точно. Давай, надо соответствовать. Ну вот и все, 3 сюжета мы посмотрели. За эти 13 минут мы побывали в стольких значимых местах нашей республики. А в следующих выпусках мы узнаем, как живут другие творческие ребята нашего Башкортостана. Так что не пропускай выпусков нашей медиасети школьных студий «Культура». До встречи на следующей неделе. Пока!